Алексей Алексеевич, во-первых, огромное спасибо, что нашли время для этой встречи. Мы сидим в легендарной студии, мы ее видим каждый день. Здесь бывали выдающиеся российские и не только российские политики, которые оставили свой след в новейшей российской истории. Все-таки хотелось узнать, а почему здесь зазвучал и татарский язык в этой студии? Ну, на самом деле, я давно думал о том, каким образом говорить об общей культуре российской. Мы видим некое разбегание на национальные квартиры за последние годы. Это не только в нашей стране, мы это видим и на Украине, и в Латвии, ну и вот в нашей стране тоже путем принятия некого закона о языках, образовании. И мне показалось, что важно показать аудитории, что, скажем, вот русский язык, о котором все говорят как скрепу, он на самом деле образовался и сформировался из языков различных народов. И культура, и люди являются, мамы с папой тоже различные бывают. Это надо показать, что мы все очень, так сказать, мы все собранные люди, собранные, сложенные люди. И это легче всего делать через язык. Это первая история. Вторая история. Мы, конечно, изучили в первую очередь московский этнос. И в Москве татары, или люди, которые называют себя татарами, это третий этнос после русских и украинцев. У нас есть украинская передача «Що там у них?». Да, и естественно, третий этнос должен был получить свое, но это мы хотели просто еще раз показать, насколько мы ближе друг к другу, насколько то, что иногда считается там придумано одним этносом, на самом деле составлено из разных. И это такая образовательная история, которую мы будем развивать, мы только в самом начале этого, но мы уже получаем огромное количество откликов и отзывов, скажем, не только от просто слушателей, от высокопоставленных слушателей. Говорю: послушай, ты уверен, что саранча это татарское, тюркское слово? Я говорю: я не знаю, у меня делают передачу, как интересно. Я сыну сказал, он говорит: не может быть, папа. Видите, как пошло? Да. Пошло. Я слышал передачу про Буран первую, там интересно все. Да. И это идет вирусным образом, и я знаю, что люди в компаниях обсуждают, вот сегодня на ИХСК оказывается, казалось бы, исконное русское название Арбат, на котором мы с вами сидим, оно вот потому, что мы такой суперэтнос, я бы сказал, в России, российский суперэтнос, это надо показывать. Алексей Алексеевич, я прочитал все ваши интервью и посмотрел все ваши эфиры на эту тему. Вы как-то сказали очень интересную фразу, она мне очень запомнилась, запала в сердце. Вы сказали: чем меньше родных языков, тем меньше федерализма. Конечно, но это правда, и, собственно говоря, я остаюсь одним из главных критиков новой версии закона об языке, которую предложило наше Министерство образования, которая уже вошла в строй. Я был тогда в Казани, разговаривал с представителями власти в Казани, потом поехал в Башкирию, да, потом на Северный Кавказ, и я понимал, насколько это неточное и некорректное, особенно применение этого закона, и когда мы критикуем, повторяю, наших соседей в Латвии и на Украине, так это же самое. Уж тогда надо и своих критиковать. И надо понимать, что этнос складывается тяжело и долго. А язык, как выразитель, да, он и есть некий, как бы сказать, термометр, отношение к языку, есть некий термометр, в том числе и с точки зрения федерализма, конечно. Алексей Алексеевич, не согласитесь, что сейчас, в политике, в центральной политике возобладала тенденция унитаристская такая, я бы сказал, создание унитаристского государства. Ведь это в России невозможно. Она слишком долго создавалась, и она приобретала современную федеративную картину, благодаря тому, что это исторический опыт этому способствовал. Вы знаете, во-первых, все возможно. Я бы сказал не невозможно, я бы сказал опасно. Это разные дефиниции. Да. И мы знаем, что перед началом 20 века российское правительство, прежде всего Александра III, она, собственно, проводила, нельзя сказать похожую политику, но похоже относилась к языкам народов, да, похоже, я бы сказал. Я, собственно говоря, это и людям, которые принимали решения, говорил. Я обратил внимание на это. И именно поэтому необходимо, чтобы средства массовой информации, не только такие, как мы радиостанция, хоть федерального значения, но с ограниченными ресурсами, но чтобы и федеральные каналы, в первую очередь, и большие медиа внутри интернета показывали этот сплав, это сложение, занимались сложением, а не делением, в том числе языка.
Поэтому мы говорим, вот вы говорите, это русский язык. Конечно, это русский язык. Конечно, это русский язык. Ну вот берем слово. Боже, откуда оно взяло? Ну оттуда. Деньги, любимое слово, любимый предмет, можно сказать. Это таньга. Да? Нет, это же делает людей более терпимыми друг к другу. Это все равно как семья, где там, условно говоря, мама татарка, а папа русский. Это то же самое, это страна вот такая. А дети кто? А язык что? И на самом деле это очень серьезный проект, мы и дальше будем над ним думать, и его развивать, я имею в виду, и отдельно говорим по-татарски будем развивать, и на передачку выйдем, когда мы наберем достаточно возможностей, и этимологию будем развивать, и лингвистикой будем заниматься, потому что я считаю, что вот это клей государства, вот это, извините за слово, скрепа государства, да, отношение к людям внутри этого государства, а люди разные. Происхождение разное, традиции разные, религии разные, языки разные. Их надо объединять в какую-то корзинку, а не разводить по корзинкам. Вы как-то такую интересную фразу однажды сказали. Не трогайте руками, руки оторвет, вы сказали. Да. Это та тема, которая вот как она складывается сама, да, и как она сложилась. Если будем дергать, оторвет руки, оторвет территории, как это было в 1917 году и в 1991 году. И я абсолютно уверен, что если бы советская власть проводила более терпимую политику, то так бы легко республики бы не отваливались. Слишком легко. А никто не выступил в защиту. Что мы наблюдаем сейчас в бывших республиках? Да? Вот эту языковую имперскость, я бы сказал. Я бы очень не хотел, чтобы имперскость это хорошо, я вообще империалист, но я бы не хотел, чтобы эта имперскость распространялась внутри страны на граждан страны. И это опасно. И последний вопрос, Алексей Алексеевич. Как вы считаете, каково будущее этой программы на вашем канале? Я вам скажу страшно. К сожалению, эта программа будет развиваться. К сожалению. Она будет заполнять те лакуны и те серые зоны, которые, по идее, должны заполнять, скажем, органы образования. И мы вынуждены образовывать через радио, а не через школы и университеты. Большое спасибо.